Этот дом, стоящий в центре микрорайона Алексеевск, вопреки своему внешнему виду, еще жилой. Пожарным удалось отбить у огня половину крайнего подъезда. Хозяйка одной из квартир, Валентина Махнева, еле успела спасти себя и внучку. Пожар-то шел прямо к нам уже. Почти уже дошел. Соседняя квартира там горела, там же не живут. Впрочем, даже до пожара находиться в доме было небезопасно. Ветеран труда Зинаида Кознова проживает по соседству со сгоревшей деревяшкой. Она, как и большинство жителей микрорайона, тоже жалуется на ветхость строения. По ночам трещит вообще ужас один. Вот. И вот стол, подоконник. Ну, подоконник я подставила, тоже вот весь туда идет. Покосившиеся двухэтажки, искривленные оконные рамы и двери в подъезды. Дома в Алексеевске построили в середине прошлого века практически одномоментно. Также одновременно они пришли в негодность. Сегодня в них проживают в основном пенсионеры и малоимущие. Поселка заниматься нечем. Все люди ходят в ту сторону, где работа находит. Тут уже раньше была чем заняться, а сейчас нет. Нечем заняться в поселке. А что раньше было? Как раньше? Раньше геология здесь была. Город Томот и его 4 микрорайона, включая Алексеевск, относятся к числу самых ветхих муниципалитетов Якутии. 249 домов официально непригодны для жизни, а это 50% всего жилого фонда. Еще четверть оставшихся признают аварийными в ближайшее время. Чтобы решить проблему, нужно строить новый город. Настоящим спасением для глав таких населенных пунктов России стала программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Была принята программа, и она была рассчитана с 13 по 17 годы. Всего 490 тысяч квадратных метров. На сегодня расселено порядка 60% от этой программы. Вот. Естественно, с каждым годом ввод наращивается у нас. Настоящий строительный бум сегодня переживает нерюнгринский поселок Серебряный Бор. Рабочие возводят сразу 20 многоэтажных домов. Их ставят прямо на месте снесенных деревяшек. Этого микрорайона в скором времени не будет. Его полностью расселят, а землю отдадут под частное строительство. Здесь все дома признаны аварийными. Серебряный Бор был когда-то самым благоустроенным поселком Якутии. Его построили для семей энергетиков, обслуживающих Нерюнгринскую ГРЭС. Сегодня в нем пригодны для жизни лишь 13 домов. Остальные 146 аварийные. Население торопится поскорее покинуть опасное жилье и боится остаться на улице. У меня в квартире промерзают уже полы. Полы леденючие, невозможно. Нам обещали новое, комфортабельное, теплое, уютное жилье. А вот это вот, но мы его не видим. Десятки семей надеялись справить новоселье еще до Нового года, но строители опаздывают. Говорят, в лучшем случае ключи начнут выдавать не раньше весны, а некоторые дома и вовсе будут готовы к сентябрю. Победившие в тендере подрядчики оказались не готовыми к погодным условиям региона. В этот год, как никогда, были сплошные дожди. У нас люди болели, хотя это нельзя назвать объективной причиной, но однако это влияло на срок. Люди бросали и уезжали, ничем не удержишь их. Хотя и зарплату платили. На стороне жителей прокуратура. За нарушение сроков строительства администрации и подрядчикам грозят огромные штрафы. Глава Серебряного Бора каждый четверг лично осматривает новостройки и жалуется на нелояльность федерального закона к северянам. Говорит, невозможно в такие сжатые сроки снести и построить новый поселок. Проблема была какая? Когда началась программа, у нас не было места для застройки домов. Поселок весь, вся территория поселка застроенная в той зоне, где есть коммуникации. Выносить строительство жилых домов это нерентабельно. Поэтому было принято решение начинать покупать квартиры на вторичном рынке, освобождать территории и на этих территориях уже строить дома. Анатолий Умрилов вместе с супругой одни из первых серебряноборских новоселов. Большинство соседей те же, что и в аварийной деревяшке. Новые условия не сравнить с прежними, но видно, что строители торопились. Здесь мне очень устраивается, очень. Только что балконы не сделали, вот это плохо, конечно. Вот это бы сделали бы, как сказать, общее. Это красивее же было бы. А то сейчас понастроим, как попало. Участие в федеральной программе переселения из ветхого и аварийного жилья сегодня называют тестом на профпригодность муниципальных глав. Сначала нужно попасть в программу, провести межевание земли, разыграть тендеры и не ошибиться в подрядчиках. Сплошные коррупционные риски и внимание со стороны органов. А ведь еще нужен творческий подход для создания неповторимого архитектурного облика. Здесь должно быть примерно вот так, вот как мы сейчас видим. Застроено, новые дома с детскими площадками, как положено, со всеми делами. Полностью благоустроены, с дорогами,
с придомовыми территориями, со всем благоустройством, как положено. Это моя мечта. В принципе, то, что я-то как всю жизнь здесь, я как бы сегодня, когда мы это сдвинулась программа, когда пошло, я это себе представляю вот так вот. Да, и мое желание, конечно, чтобы вот это все было именно здесь вот так вот. Жительница Алексеевска Ольга Федорова готовится к переезду в новый микрорайон Тамо. Там дом уже построили и в ближайшее время выдадут ключи. Элементарные бытовые условия – мечта всей жизни. У меня темно, вот, допустим, в квартире. Я любитель цветов. Я хочу, чтобы у меня было светло в доме. Спокойно жить. Хочу не разваленном доме, чтобы сделать ремонт, чтобы было все аккуратно и хорошо. Тут никакого ремонта. Вот он обои дерет. Я говорю, да дирай уже их. Все новостройки должны быть сданы к началу сентября. В этот день завершается первый этап программы переселения. Сегодня муниципалитеты России просят правительство страны не останавливаться на достигнутом и начать реализацию второго этапа программы. У Якутии тоже большие планы. За счет федеральных средств нужно снести и построить больше 1 миллиона квадратных метров жилья. Регион один из самых ветхих в стране. И решить проблему поможет только массовое строительство. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Якутия.